Рэха войны. На площади церемониалу мемориального комплексу Брестская крепость-герой перапахавали останки оборонцев цитадели и членов их семей. Яны были знойдены в ходе проведения пошуковых работ неподалеку от Свято-Миколаевской церкви и на Волынском умацаванні Брестской крепости. Яны загинули у самые первые дни войны. Останки 16 человек, у тым ліку 3 детей, были знойдены на территории Брестской крепости подчас пошуковых работ, які вели военнослужащие 52-го специализованного пошукового батальона. Раскопки велись на Центральном острове, на Кобринском и Волынском умацаваннях. На жаль, прозвища и имены загинувших установить не удалось. Их поховали невядомыми под плитами некрополя мемориала, по христианских традициях и с усими воинскими ушанованиями. Полагаю, что и в следующие, и в будущие годы эта работа будет продолжена, потому что мы уверены, что еще есть места, где надо вести поисковые работы. И хотелось бы, чтобы всех, кого можно предать земле достойно, они были погребены под плиты мемориала. Усяго з пачатку года в области у выніку пошуковых работ были знойдены останки 158 солдат часов Великой Отечественной войны. У Бресте раскопки велись таксама у паўночным гарадку и на ускрайку города. Были идентифицированы остатки и пограничников 10-й заставы, и летчиков героически погибших тоже в окрестностях города Бреста над Гершонами. Ну а сегодняшние, конечно, безымянные герои, честь им и слава, они, конечно, земля им пухом, они будут вечно жить в наших сердцах, пусть даже и безымянные. Сёння вядомы імёны толькі 276 абаронцаў крэпасці, пахаваных под плитами некрополя. Усяго ж тут спачываюць 1038 человек. На жаль, дакладна невядома, колькі бойцов, командиров и членов их сем'яў загинули у первые дни войны при обороне Брестской крепости. Але пошуковые работы, якія праводзяць на яе тэрыторыі, дазваляюць открывать новые сторонки героичной истории цитадели. Практично каждый год тут знаходзяць и з ушанаваннем отдают земли останки оборонцев. Так и повинно быть до тых часов, пакуль не будзе пахаваны апошні солдат. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».